Уважаемые коллеги, сейчас в Telegram-боте нашем Инопрок нужно закатить новое обновление. Статистика. 21-летний Рафаил Венедиктов на онлайн-встрече с коллегами обсуждает обновление инновационной образовательной платформы Инопрок. Рафаил ее придумал и создал 2 года назад. В основе проекта искусственный интеллект, помогающий обучаться IT-дисциплинам. Мы на нашей платформе с помощью искусственного интеллекта индивидуально для каждого студента подбираем программу обучения. Мы это делаем с помощью вариативного подбора задач после коротких образовательных видеороликов. То есть это как бы микролернинг, который выстраивает искусственный интеллект. Это для того, чтобы повышать интерес в обучении. Обучение в Инопроге идет по 6 направлениям. Можно научиться основам языка программирования, создавать телеграм-боты, сайты и мобильные приложения. Программа подойдет как для начинающих программистов, так и для опытных. Мы закрываем пробелы в знаниях, и человек успешно трудоустраивается. У меня есть такие кейсы. Человек к нам пришел, ему недостаточно было изучить одну библиотеку, а ему не хватало одной библиотеки в Python. Мы его закрыли потребность, и он устроился. У проекта большое будущее. К нам уже поступает немало заказов от разных инвесторов, которые хотят в нашем продукте выкладывать не IT-модули, а какие-то свои для обучения сотрудников. Воплотить проект в жизнь Рафаилу помогла победа в всероссийском конкурсе «Студенческий стартап». В прошлом году он представил демоверсию Инопрога и выиграл грант 1 миллион рублей. У нас девиз нашего проекта «Стать айтишником легче, чем вам кажется». И поэтому я пытаюсь своим примером, своим проектом показать и охватить большее количество людей, чтобы они стали айтишниками. Для меня IT — это то, что может по-настоящему менять мир, что может упростить жизнь людей во многом. В дальнейших планах Рафаила внедрение искусственного интеллекта в сферу медицины. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Иннополис.